Размеры каганата очень скромны. Хазария представляла собой почти правильный четырехугольник, вытянутый с юго-востока на северо-запад, стороны которого составляли Итиль, Волга, от Волгограда до устья Хазарского, то есть Каспийского моря, от устья Волги до устья Кумы, Кума-Маночская впадина и Дон, от Саркела до Переволоки. Хазария была небольшим ханством кочевников-хазар, долгое время существовавшим лишь благодаря тому, что превратилась в огромную таможенную заставу, запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге. А вот что писал Лев Гумилев, доктор исторических наук. Читатель исторически образованный знает, что хазары были могучим народом, жившим в низовьях Волги. В числе подданных хазарского царя были камские болгары, буртасы, сувары, мордва-эрзя, черемисы, вятичи, северяне и славяне-поляне. На востоке это царство граничило с Хорезмом, то есть владело Мангышлаком и Усть-Уртом, а значит и всеми степями Южного Приуралья. На юге пограничным городом был Дербент, знаменитая стена которого отделяла Закавказье от хазарских владений. На западе весь Северный Кавказ, Степной Крым и причерноморские степи до Днестра и Карпат подчинялись хазарскому царю, хотя их населяли отнюдь не хазары. Читатель, историк или археолог ставит множество вопросов. Каково было происхождение хазар, на каком языке они говорили, почему не уцелели их потомки? Хазары умирали, куда девались их могилы? Хазары размножались, с кем слились их потомки? И, наконец, где располагались поселения хазар? Обычно территорию, на которой обитал когда-то какой-либо народ, подлежащий изучению, находят без труда. Иногда бывают споры об определении границ области расселения и времени заселения тех или иных местностей, но это детали все той же проблемы. Зато восстановление истории народа встречается с разнообразными и не всегда преодолимыми трудностями. При разрешении хазарского вопроса все получилось как раз наоборот. Соседние народы оставили о хазарах огромное количество сведений. Мы легко можем прочесть, какие победы одерживали хазары и какие поражения, но, как было уже сказано, о том, где они жили, каковы были их быт и культура, мы представления не имеем.